Всем привет, с вами Северкаст. Выбрались мы сегодня на рыбалочку. Поехали в неизвестные для нас места, куда мы еще ни разу не ездили. Вот такой у нас сегодня лагеречек небольшой. Такое интересное местечко нашли, как бы протока. И вот идет такое интересное место. Вода, конечно, падает, но не знаю. Там в начале протоки, пока ехали, немного остановились, покидали, был выход одного окуня. Не знаю, как щучка, не щучка, но местечко такое, в принципе, интересное. Наверное, оттуда вот как-то должна рыба идти. Сейчас покидаем, посмотрим, что у нас получится. Это я. Всем привет. Сейчас соберем спиннинги, блесна и будем кидать. Ну, я надеюсь, здесь-то мы найдем какую-то рыбу. Место достаточно интересное. Как бы течение не супер сильное и какая-никакая глубина имеется. С собой сегодня вообще полный боекомплект. Это под большие блесна, ультралайт есть под супер большие, но они явно сегодня не пригодятся. Это еще каких-то 2 спиннинга было. Ну, покидаем сегодня вот этих 2 красавцев. Это наш стандартный набор. Навстрим навигатор и новенький Максимус Циркон. Надеюсь, они сегодня обловятся. Начнем рыбалку с воблерочка. Посмотрим, как пойдет. Блин, ну место действительно интересное. Был бы я рыбой, я бы здесь тусил. Да я бы здесь обтусился бы. Такое место кошерное. Почему бы и нет? Попробуем сначала равномерочку. Потом потвичим. Не знаю, глубоко, не глубоко, но... Фу, мошку съел. Но железные блесна как будто бы здесь не очень кидать. Зацепов очень много. Так, поменял я воблера. Попробуем другого. Воблер у меня от фирмы Skyfish. Такой погремушка воблер. Ну-ка посмотрим. Ну-ка подразним немножко рыбу квокером. Опа! Промахнулся, падла. Есть рыба, значит, да? Если окунь, значит отлично. Ну это мы так думаем. Мы так думаем? Да. А щука так не думает. Интересное местечко. Коряги. Лишь бы не навернуться. Ну давай, щучка. Хорошее же местечко.
Вы же, щучки, в таких местах и обитаете. На всех видеороликах. Ну, место-то супер кайфовое. Коряги, вон тина. Давай, щучка. Давай. Смотрящий. Щучка такая, а? Давай. Где же ты, царица данной протоки? Потихоньку я начинаю подозревать, что все эти ролики с рыбой у других рыбаков это все искусственный интеллект. Нет никакой рыбы. Вы меня обманываете. Одна залетная попадается каждый раз и все. Мне не нравится, убирайте. Что, кусают? Кусают? Почему ты говоришь на дно? Потому что я по дну направила силикон. Ага. И меня на дне поймал. Да? И вот здесь отпустил. И второго отпустил. Ага. Сейчас тогда. Попробуем воблера побольше. Может, щука сегодня гурманка. Берет только большие приманки. Поймал окуня. А? Добытчица. Ничего, так-то жирненький. Ты видел, как я есть? Нет. А он снимает? Да. Я специально ее тебе ставил, но без звука, правда. Тогда увидишь. Жена поймала на такой виброхвостик черненький. Попробуем тоже его. Но у него 4 грамма, я 7 поставил. Посмотрим. Ну, в общем, щуку мы так и не поймали, но поймали 2 окуней. 2 это не 1, это больше, чем 1. Так что уже что-то. Скоро окуня у нас накопится, и можно будет уже что-то с ними приготовить. Место интересное, не знаю, почему мы сюда раньше не ездили. Это по правой стороне от дамбы, от Актемсов, вообще вглубь туда дальше. Полетали птичкой, посмотрели, оказывается, это не заход был, а тупиковая вода там была немного. То есть, но если посмотрели, туда дальше, если уйти, ну, судя по всему, есть какой-то мост или какая-то переправа, где-то что-то есть, как-то туда техника попадает, ее никак не переправляют туда зимой, явно здесь, то там основная река идет. То есть, когда-нибудь станет скучно, можно будет съездить посмотреть что-то, пока в ближайших планах вода снова начала уверенно падать,
Появилась слева от дамбы коса появляется. Пока что там она еще в воде. Но на Суфе мы сможем приехать. То есть, возможно, на Суфе поедем, там чуть-чуть грязь помесим водяную и заедем на ту косу, потому что там тоже хорошо окуня клюют. Не помню, чтобы там щуки клевали, но окуня там точно были. Так что посмотрим. Ну, уловом довольны. Что-то поклевало. Ударов, конечно, мало. Попробовали все блесна, кроме вертушек. Но в целом выходы есть. Надо еще немножечко пополнить коллекцию попперов. Все попперы, которые я свежие брал, это 3 штуки. Один улетел, один крючки поломало. И один синего цвета, но он какой-то неудачный цвет, он не особо поклевывает. Вот на зелененький его с горем пополам из синего перебрали, крючки поставили. Вроде идут какие-то поклевки, но тоже не особо. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам не супер скучно. До новых встреч. Без камеры на воблера. Они без камеры клюют, ребята. Она клюнула без камеры. Да стой, стой, стой.